Первая мировая, Великая Отечественная, русско-турецкая и японская войны. Имена тысячи ингушей вписаны в новейшую историю России, как участников ключевых битв, которые только вела Россия. Стоит лишь вспомнить Кавказскую конную туземную дивизию, куда входил и ингушский полк. Воинское соединение стало одним из самых выдающихся и уникальных подразделений российской императорской армии. Знаменитая «Дикая дивизия». Ее участником был и генерал-майор Банухо Базоркин. В период русско-японской войны 1904 год, когда император Николай II обратился к воззваниям, к горцам Кавказа, с тем, чтобы они откликнулись, скажем так, на внешнюю угрозу, которая угрожает царской России. И, конечно же, среди тех, кто откликнулись, были и ингуши. Прирожденная горская отвага, мужество и патриотизм – эти качества у Базоркина всегда были на первом месте. Ему было всего 15, когда он решил связать свою жизнь с военным делом. В 1845 году он начал службу в качестве рядового сотрудника Терской постоянной милиции. Через 5 лет его производят в юнкера, а еще через год он получает первый офицерский чин – прапорщик. Это имя известно многим поколениям представителей ингушей. Банухо Базоркин является одним из первых генералов из ингушей. Банухо Базоркин участвовал в боевых кампаниях на Кавказе и в русско-турецкой войне 1877-1878 годах на стороне Болгарии, где Банухо Базоркин в чине подполковника командовал ингушским дивизионом Кавказской казачьей дивизии. Около 20 человек пошли на разведку в тот период во время русско-турецкой войны. И именно под его командованием происходило испытание нового вооружения, которое поступило в тот период в российскую императорскую армию. Это пероксилиновые ракеты, изобретенные Нечаевым. И благодаря успешному испытанию этих ракет и успешно проведенной операции, конечно же, все участники, в том числе Банухо Базоркин, были отмечены царским правительством высокими наградами за показанную ими доблесть и храбрость. Банухо Базоркин – кавалер 10 боевых наград и орденов различных степеней. Про него говорили, он родился для войны и, наверное, не зря. Службе в российской армии Банухо Базоркин посвятил общей сложности 54 года, дослужившись от простого посыльного до генерал-майора, первого среди ингушей. Эта самоотверженность и преданность родине были определены мужеством предков. В августе 1810 года, когда в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей России, дедушка Банухо Базоркина Пхачи был в числе тех, кто поставил свою подпись на историческом документе. Одним из условий договора было военное обучение представителей ингушской стороны для дальнейшей службы в рядах российской армии. Главное, было нашими предками сказано, враги русских – это враги ингушей. Мы данной присяге являемся верными. И во всех войнах России Ингушетия выходила с своими мудрыми и героическими подвигами наших соотечественников. И доказываем сегодня преемственность поколений. Клятва верности, которая ни разу не была нарушена. Впервые она прозвучала еще в марте 1770 года, когда на склоне Согласия облеселения Ангушт произошло историческое для ингушей событие. Представители 6 крупных ингушских родов подписали соглашение о единении с Российской империей. В преддверии этой даты в Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова открыт стенд, посвященный этому событию. Продолжаем изучать этих людей и этих фамилий, которые конкретно присутствовали и дали присягу. Конкретно можем сказать о 24 фамилиях. Делегация состояла из 60 человек, по 10 фамилий с каждого типа, так скажем. Мероприятие по поводу 250-летия вхождения Ингушетии в состав России республика отметит весной этого года. У правительства региона в планах выпустить юбилейные монеты и марки, посвященные памятному событию. Жарадат Хулхоева, Марбек Мержоев, Новости 24.